Добрый день, друзья! Библиотека Созвездия в честь Дня Алан-Хо предлагает вам посмотреть документальный фильм, посвященный уникальному Алан-Хасуту. Имя его Петр Егорович Решетников, Кегеме Бютер из Таттинского улуса. В 2013 году, к сожалению, его не стало, и это был единственно оставшийся Ине Алан-Хасут. Ине Алан-Хасут – это человек, придумывающий текст прямо во время исполнения. И Петр Решетников мастерски владел богатым языком Алан-Хо, и в его исполнении Алан-Хо играл всеми красками радуги, всеми цветами радуги. А фильм предоставлен Национальным центром аудиовизуального наследия народов Республики Саха. Дорогие зрители, и я уверена, что фильм поможет вам прочувствовать, вникнуть и заинтересоваться древним эпическим искусством народа Саха Алан-Хо. Приятного вам просмотра! Где родилось Алан-Хо? Кто такой Алан-Хасут? В таких юртах-балаганах издревле жили якуты-скотоводы. Сколько тайн хранят в себе эти молчаливые, посеревшие от времени стены, о некогда процветающем, героическом эпосе Алан-Хо древнего северного народа Саха. Балаган, камелек, Алан-Хасут и слушатели. Вот традиционная среда Алан-Хо. Петр Решетников, носитель и продолжатель традиции исполнительского искусства Алан-Хасута. Живет он в селе Черкех Таттинского улуса. Начинается Алан-Хо. Далеко, за дальним хребтом давних незапамятных лет, где все дальше уходит грань грозных, гибельных, бранных лет, когда 35 улусов людских и злых племен Авасы, населяющих Нижний мир, еще были неведомы даже названия. И задолго до тех времен, когда великой белой Улу-Тайон и гремящая Кохтуя-Хатун еще не жили на хребте южных, яростью объятых небес. На широком нижнем кругу восьмислойных огненных белых небес, в обители полуденных лучей, где воздух ласково-голубой, на престоле белом молочном, на коврике из шкур белого медведя, в сединах белых, как молоко, нежным зноем дыша, о белом Юрюнкаар-Тайоне и солнечный Кюн-Кюбей-Хатун с их 80 племенами только начали называть их имена. Прикреплена ли она к полосе стремительно гладких белых небес,
это неведомо нам. Иль на плавно вертящихся в высоте 3 небесных крючах держится нерушимо она, это неведомо нам. В те времена была создана изначальная Мать-Земля. По просьбе духа хозяйки изначальной земли, почтенный Аан Аллахчин Хотун, в средний мир спускаются с 8-ярусных белых небес верховным владыкой Юрюнг Аар Тайоном для создания рода великого мальчик и девочка. Именует их Саха Саарин Тайон и Сабыя Баай Хотун. Живет их род, племя Аи на этой благодатной земле, плодясь и размножаясь, не зная нужды и бед. Приходит беда. Богатырь Абасы Нижнего мира посещает их единственную дочь, белоликую красавицу с 8-саженной косой Орлыко. Никому не дано одолеть врага лютого, и приходит на помощь к ним, предназначенный божествами стать защитником племени Аи, с беспредельной неземной силой и крутым нравом Ор-Дая хан Богатырь. Встречается он лицом к лицу с врагом людского рода, с именитым матерым чудищем Нижнего мира. Богатырь Нижнего мира превращается в огненного змея о 3 головах. Начинается великая битва. 30 дней и ночей сражаются богатыри, от которой колеблется твердыня земля. Небывалой поднимается шум, нежданная налетает беда. Конь богатыря Аи, дитя Кюн Ксюфюгей, убивает коня Абасы. Сын племени Аджарая вот-вот одолеет Уардая хан богатыря. Но с небес спускается Ногалджия Угадан, кидает богатырю Аи солнечный желтый сок, сгусток силы сутиное яйцо. Наш богатырь ловит этот божественный дар и, став в 10 раз сильнее духом и телом, чем прежде, побеждает богатыря Абасы. Прародители племени Уранхай, увидев детей своих здоровыми, невредимыми, ликуя, радуясь, созывают весь народ, ставят зеленые чечи, устанавливают высокие коновизи, накрывают столы, сандалы и устраивают великую свадьбу Уру-Исей. С тех пор на благодатной средней земле начало размножаться племя Аи Уранхай-Саха, и стали устраиваться доселе неизвестные торжественные свадьбы Уру, да великие праздники Исех. Богатырь Аи с красавицей Орлыко зажили, размножая 3 рода Саха, рождая 4 племени Саха, продолжая род Уранхай-Саха долгой, сытой, привольной, счастливой, благодатной жизнью, оказывается. Петр Решетников со своей супругой Анной Спиридоновной познакомились в далеком 1953 году в северном Жиганском Улусе,
куда попал после окончания учительского института. Молодые люди сразу приглянулись друг к другу. Высокий, чернобровый, веселый молодой директор школы сразу расположил к себе местных жителей своей открытностью, честностью, трудолюбием. В праздник октября 1954 года они сыграли свадьбу. На этом Аласе Ухмал жило несколько поколений Решетниковых из старинного рода Мангас, который в свою очередь произошел от знаменитого бога Боатура, прославившегося своей недюжинной силой. В этом балагане 8 июня 1928 года родился Петр Егорыч. Отец Петра, Егор Петрович, пользовался большим уважением среди населения и даже был избран улусным головой. Он очень любил Аланхо и частенько приглашал в свой дом именитых аланхасутов. Решетников говорит: Аланхасуту нужен слушатель. Как же без слушателя? Аланхо не сказывается, когда нет слушателя. В наше время почти нет слушательской среды. Надо воспитать, растить ее. Только тогда возродится наше Аланхо. Сегодня мы радуемся за Петра Егорыча. В связи с занесением ЮНЕСКО якутского Аланхо в список шедевров устного и нематериального наследия человечества в Париже и в знак признания Петра Егорыча традиционным аланхасутом, указом президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Штырова от 29 декабря 2005 года ему назначена пожизненная ежемесячная персональная стипендия. Говорят, когда человек талантлив, он талантлив во всем. Его таланты и способности востребованы обществом. Он аланхасут, певец, алгыщит, заклинатель, без которого не обходится ни одно торжество в Улусе. Несмотря на свой преклонный возраст, а ему исполнилось 80 лет, живет Петр Егорыч активной общественной жизнью. Приезжают к нему за советом и добрым словом и начинающие, и уже известные исполнители. Всех послушает и благословит Петр Егорыч. У него есть свои ученики, рядом с ним любимые и близкие люди. И это еще не все. Он еще творит. Что еще нужно для счастья? Надеемся, что в скором будущем над Татой зазвенит Аланхо, когда-то прославившая эту благодатную, благословенную землю.